Это итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 27 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Чтобы эффективно бороться с огнем, Якутии необходим лесопожарный центр. Премьер Михаил Мишустин провел совещание ПЧС с главами регионов Дальнего Востока. Какие решения приняты? Эпидобстановка в Нерюнгринском районе остается напряженной. За последние 3 недели рост заболеваемости остается стабильно высоким. Как изменить ситуацию? Дело бывает не только в дорогах. Поступают жалобы на низкое качество бензина в Якутске. ОНФ проводит рейды по заправкам. А вот жители Ленска жалуются на нерадивых фермеров. У одних скот содержится на свалке, у других рядом с жилым комплексом. Какие меры приняты? Просто научиться играть на гитаре или клавишах – этого мало. Важно это умение продемонстрировать. Несколько лет в Якутске работает школа современной музыки «Дом музыкантов». Активнее использовать авиацию в тушении пожаров в Якутии призвал председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер в рамках рабочего визита на Дальний Восток провел сегодня по поручению Владимира Путина совещание ПЧС. В нем участвовали главы субъектов Дальнего Востока. В этом году в Якутии уже потушили в 4 раза больше лесных пожаров, чем в прошлом. Это подтвердил в своем выступлении министр природных ресурсов России Александр Козлов. Какие вопросы рассмотрены и какие важные решения для нашего региона приняты? Материал Дмитрия Тымырова. Паводки, лесные пожары. В этом году Дальний Восток просто сотрясает природные стихии. Особое внимание, как отметил Михаил Мишустин, будет уделяться скорейшему восстановлению пострадавших от паводка районов, а главное – своевременной помощи людям. Пострадали десятки населенных пунктов, тысячи людей. Повреждена транспортная инфраструктура, мосты, автодороги. Сейчас работы, в которых участвуют аварийно-спасательные и социальные службы, продолжаются. Необходимая помощь людям оказана. Идет сегодня оценка материального ущерба. Прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс, поменьше бюрократии. Что касается борьбы с лесными пожарами, то здесь премьер в первую очередь отметил наш регион. Сложная ситуация сейчас в республике Саха-Якутия. Правительство уже направило дополнительно почти 400 миллионов рублей на борьбу с огнем. А всего в текущем году мы выделили на эти цели около 3 миллиардов рублей. Ну, конечно, нужно активнее подключить к тушению огня в Якутии авиатехнику, проработать вопрос о том, чтобы всегда был, соответственно, необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем. А для того, чтобы своевременно и эффективно бороться с огнем, Якутии необходим лесопожарный центр. Об этом сказал в своем выступлении министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Напомню, с этой инициативой перед Путиным выступал также и Айцен Николаев. В свою очередь Козлов отметил, что центр действительно необходим, но для начала нужно тщательно продумать всю логистику. Несомненно, группировка на Дальнем Востоке необходима, но мы считаем, что надо все просчитать. Первое – это готовая инфраструктура. Второе – возможность кадрового потенциала региона для укомплектования подразделений. Третье – финансовые затраты на содержание подразделений. И четвертое – локация должна быть такой, чтобы логистика в каждом регионе была удобной. В своем выступлении Айцен Николаев заверил премьер-министра и участников совещания в том, что власти республики будут рассматривать вопрос финансирования строительства этого центра. Я считаю, что создание такого центра на территории Якутии необходимо. При необходимости, при принятии такого решения, Михаил Владимирович, я гарантирую, что мы, конечно же, будем рассматривать вопросы софинансирования его создания, в том числе с точки зрения создания материально-технической базы. Безусловно, такие центры в целом в стране у нас нужны, для Якутии он абсолютно нужен. Вот хочу сказать, что на свои средства республика в этом году по согласованию с авиасохраной федеральной создала отделение авиасохраны в арктической зоне, в поселке Батагаль в Верхоянском районе, где у нас были большие пожары. В этом году ситуация там абсолютно уже другая. При помощи, в том числе, создания этого центра регионального нашего республиканского, мы смогли гораздо быстрее тушить пожары именно как раз в арктической зоне.
Также глава республики сказал о том, что необходимо выделить Якутии порядка 200 миллионов рублей для дополнительной поставки спецтехники по программе развития Дальнего Востока, а именно тракторов класса ДТ-75 с лесопожарным оборудованием. Ранее по этой программе в Якутии уже поступили 342 единицы лесопожарной техники, а также 18 крупных тракторов, которые сегодня задействованы в тушении лесных пожаров. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Михаил Неустроев, Якутск, Южно-Сахалинск. Также Айцен Николаев сегодня побывал на действующих пожарах в национальном парке Ленские столбы в Хангаласском Улусе. Глава отметил, что ситуация значительно улучшилась за последние недели. Так, из 11 действовавших пожаров на сегодня остались 4, и все они локализованы, а 3 из них будут ликвидированы в ближайшие дни. В целом, на территории республики за последние сутки ликвидированы 34 лесных пожара на общей площади 350 тысяч гектаров. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе почти 3000 человек, из которых более 600 силой Федерального резерва. Глава подчеркнул, что по его просьбе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов дал поручение руководству лесхоза направить в республику дополнительные объемы взрывчатки. Сейчас по линии Федеральной авиалесохраны сюда переброшены дополнительные объемы взрывчатки, и в ближайшие дни уже будут проводиться взрывы для создания минерализованных полос, особенности против пожаров, которые действуют в труднодоступной болотистой местности, где мы не можем применить крупную технику, вместе с тем, где имеем крупные пожары. Особенности это будут территория Намского, Кобяйского районов, где большие пожары есть как раз вот в таких труднопроходимых, труднодоступных территориях. В целом же ситуация с пожарами в республике по-прежнему остается напряженной. Действуют 135 очагов на площади более 1 миллиона гектаров. От работ по встречному отжигу в горном районе снова обострилась ситуация с задымленностью в столице. Так, на сегодняшний день проведено исследование 16 проб воздуха. По результатам проверки выявлено превышение химических веществ. На особом контроле находятся пожары на территории Горного и Верхневилюйского районов. Сейчас к эпидобстановке. 117 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, из них 64 в Якутске. В Мирнинском и Нерюнгринском районе по 8 случаев, в Алданском 6, в Вилюйском, Намском и Татинском районе по 4 заражения. Еще в 11 районах от 1 до 3 заболевших. Эпидобстановка в Нерюнгринском районе остается напряженной. За последние 3 недели рост заболеваемости остается стабильно высоким. В неделю фиксируется от 70 до 80 новых заражений. В первую очередь это связано с так называемыми миграционными процессами, отправлением и возвращением нерюнгринцев из отпусков. Новым штаммом вируса заражаются и дети, причем не только в легкой, но и в средней тяжести, вплоть до ковидной пневмонии. Для защиты жителей необходимо обеспечить общий охват вакцинации не менее 70% от численности населения района, в том числе на предприятиях. В случае, если на предприятии будет регистрироваться заболеваемость, а администрация предприятия допущена, как говорится, неисполнение требований указанного выше постановления, а также иных нарушений требований санитарного законодательства по профилактике коронавирусной инфекции, будут применяться меры административного воздействия. Если будет допущена серьезная вспышечная заболеваемость, новой коронавирусной инфекции на предприятиях с высоким охватом работников данной инфекцией. И, не дай бог, конечно, если будут летальные исходы, соответственно, ответственность уже будет уголовной. В поликлинике Якутска поступили первые партии вакцины «Спутник Лайт». Завтра вакцина будет доступна для жителей столицы, а в районы республики препарат доставят в недельный срок. «Спутник Лайт» предназначен для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее провакцинированных. В поликлинику номер 3 поступило 10 упаковок, а в каждой упаковке по 10 флаконов, а в одном флаконе 5 доз, то есть на 5 человек. Отличается тем, что он вводится однократно, подходит для тех, кто переболел коронавирусом, и для тех, кто получил первый и второй этап 6 месяцев назад. Вакцина получена биотехнологическим путем, рекомбинантно-аденовирусный вектор. Как и другие вакцины, вакцина «Спутник Лайт» все равно ставится не для всех,
Прежде чем пройти вакцинацию, человек должен пройти осмотр у терапевта, заполнить тест, и после этого уже врач решает, кому ставить. В Якутске чистят и ремонтируют водосливной коллектор номер 1. Водоканал заключил договор с екатеринбургской компанией LinerTech. Технология, по которой работает эта компания, позволяет работать без остановки самого коллектора. Подробности в материале Юрия Осипова. Самая старая часть коллектора номер 1 города Якутска была построена более 50 лет назад. По словам специалистов, это центральная канализационная артерия города и потому имеет такое важное значение. Почему мы пришли к тому, что надо делать? Потому что данный коллектор был построен в 60-е годы того столетия еще, и до сих пор не проводились ремонтно-восстановительные работы. Эти работы проводятся для того, чтобы на будущее работал коллектор в исправном состоянии. Что такое исправное состояние? Чтобы не было подтопления канализационными водами нашего города, центра города, будем так говорить. Технология, по которой работает компания LinerTech, позволяет проводить работы без остановки работы самого коллектора. Так называемая навивка, когда внутри уже существующей трубы формируется новая из профиля ПВХ. В общем, проводится сначала гидродинамическая промывка трубы, потом делается теледиагностика, то есть мы смотрим робота опускаем вниз, он проезжает по трубе, смотрим все недочеты, и потом непосредственно опускается навивочное оборудование в колодец и заправляется профиль и начинается навивка. Преимущество технологии, что не надо раскапывать ничего. Сейчас в городе плотные застройки, как бы во всех городах, и не всегда можно раскопаться, и глубины, естественно, большие. Мы, не раскапывая ничего, абсолютно с колодцев делаем новую трубу внутри старой. Компания уже имеет опыт работы в Якутске. 2 года назад они занимались промывкой городского коллектора номер 2. Договор с компанией заключен до 1 ноября. Но, как отметили в водоканале, работы могут быть закончены и раньше. Все зависит от погодных условий. Крепость и стойкость к воздействиям к внешним факторам. Это нагрузки, среда. Под средой я подразумеваю это воздействие газовой коррозии на стенки труб, так как ПВХ очень стойкий. Это абразивная стойкость, то есть стойкость к стираемости очень высокая. И сама жесткость ПВХ труб после восстановления очень высокая. Сегодня весь Якутск обслуживается 2 этими коллекторами. Для разгрузки канализационных сетей города сейчас строится 3-й. Он охватит южную часть Якутска. Запуск нового водосливного коллектора запланирован на следующий год. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. В теплые летние дни жители и гости Якутска стремятся организовать свой отдых у водоемов. Для обеспечения безопасности отдыхающих сегодня на несанкционированных пляжах сотрудники ГИМС провели профилактические беседы. Участие в рейде принял и наш корреспондент Власий Сергеев. С возвращением теплой погоды пляжи Якутска и пригорода заполняются отдыхающими. В погоне за желанием освежиться в воде некоторые люди забывают о том, что купание в необорудованных для этого местах может таить опасность для жизни и здоровья. На тех же несанкционированных местах вы не можете досконально смотреть ту водную стихию, на которой вы находитесь. Это берег, его урез воды. Это может быть как очень сильный урез воды, имеется в виду с глубины сразу с полуметра, может быть и 5, и 6 метров. Практика показала, что в самых трагических ситуациях попадают не только дети там, или люди в состоянии алкогольного опьянения. Бывают очень крепкие, как мужчины, так и женщины. Есть даже пловцы, которые хорошо умеют плавать, даже они попадали в такие ситуации, когда мы уже ничем не могли помочь. Для профилактики несчастных случаев на воде сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд на пляже 203-го микрорайона. Несмотря на то, что в пару сотнях метрах имеется оборудованное место для купания, этот водоем всегда полон людей. В ходе профилактической беседы инспекторы раздали отдыхающим памятки по безопасному поведению на воде и напомнили о преимуществах официальных пляжей. На городском пляже, который у нас официально открытый, это образец пляжа, который, в принципе, и может существовать в любом водном объекте. Его можно сделать и везде. Это спасательный инвентарь, это аварийно-спасательные посты, на которые дежурят спасатели специальные, которые имеют сертификаты по спасению, которые могут оказать врачебную помощь. Также есть аварийно-спасательное судно, которое может быть доплыть до любого пловца, который ушел за границы, допустим, Буйков. Также дежурит скорая помощь, есть на входе охрана, которая делает досмотр граждан, посещая этот пляж. Участие в рейде принимали и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, ведь на пляжах нередко можно заметить несовершеннолетних детей, купающихся без присмотра.
Ну, тут если ребенок плавает один, и он никакое административное правонарушение не совершил, то есть он не курит, не пьет, то, конечно, на родителей не составляется протокол. Просто мы передаем родителей, берем с них расписку. А если это один и тот же ребенок выявляется дважды, трижды, то тогда уже на родителей составляется протокол. Специалисты напоминают, что в несанкционированных местах для купания никто не может гарантировать вашу безопасность. Ну а если вы стали свидетелем происшествия, то незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск. Еще одну улицу отремонтируют в Якутске до следующего года. По улице Труда проложат асфальт, благоустроят пешеходные переходы и стоянку, а также построят новый креативный кластер. Кроме того, организуют сквозной проезд с улицы Дзержинского до Чеченко. По словам мэра города Евгения Григорьева, до конца августа этого года проект благоустройства улицы должен пройти экспертизу, а уже в сентябре подрядчик приступит к строительным работам. Помимо прочего, в настоящее время беспокойство вызывает деятельность местных овощников. Как подчеркнул Евгений Григорьев, бороться с недобросовестными предпринимателями начали уже сегодня. Уже сегодня мы поставим задачу по тому, чтобы наша штрафстоянка городская могла увозить эти фуры на штрафстоянку, которые здесь бросают, уходят, и, соответственно, вся улица заставлена фурами. Торговля, которая здесь идет, часть из нее вызывает вопросы о наличии контрольно-кассовой техники, о легальности ее, в принципе, по определению. Поэтому здесь нужно систематически заниматься с налоговой инспекцией, с полицией. Качество топлива проверяют на заправках Якутска. В рейд по АЗС отправились Общероссийский народный фронт и региональный центр стандартизации, метеорологии и испытаний. Взяли пробы топлива, чтобы оценить их на качество. Подробности далее. По словам общественников, к ним начали поступать жалобы от жителей столицы на качество бензина. И вот Народный фронт совместно со специалистами регионального центра стандартизации отправляются в рейд по заправкам города. Пробы топлива делаются строго согласно регламента. Мы сейчас будем делать пробы, брать пробы в соответствии с методическими указаниями, как это должно происходить. У нас ведется нон-стоп запись, то есть с момента, как мы заехали на заправку, описали события, которые мы делаем, где мы находимся, написали время. Сейчас у нас время сколько? 11:59. Мы сейчас купим 3 литра бензина. Одна из этих бутылей остается на заправке. 2 пробы отправляются в лабораторию. Результаты будут известны через 1,5 недели. Эти 3 литра бензина мы делим на 3 вот таких колбы. 3 колбы у нас тоже абсолютно новые, чистые, упакованные. Перед каждой заливкой мы будем их скрывать. Будет отбор проб, который в дальнейшем отправится в независимую аккредитованную лабораторию для исследований. А результаты когда будут? Результаты где-то будут через 10 дней. Считается, что качество топлива заметнее зимой, когда низкосортный бензин может просто замерзнуть, а в летнее время это не так актуально. Впрочем, с браком можно столкнуться независимо от времени года. Ну, я пользуюсь только дистопливом, да, мой автомобиль выполнен в данном варианте. Поэтому о другом топливе ничего сказать не могу. Топливо хорошее, зимой никогда не подводило, не замерзает. В общем-то, всегда у них все вовремя. В летний период, зимнее, как говорится, в начале зимы, потом Арктика. Поэтому никаких нареканий, в общем-то, с моей стороны нет. На этой неделе Общественный фронт продолжит свой рейд, а через неделю объявит результаты исследований. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. Земельные войны развернулись в Ленске. Фермеры незаконно захватили и захламили общественные территории и используют их не по назначению. У одних скот содержится на несанкционированной свалке, у других рядом с жилым комплексом. Третий гражданин устроил собачник возле подъездов многоквартирных домов. Какие методы борьбы применил Общественный народный совет и административная комиссия Ленского района, узнала Анна Кожевникова. Свиньи в апельсинах, казалось бы, шикарный корм. Но эти сельскохозяйственные животные питаются просрочкой, которую свозят сюда со всех магазинов города. В таких условиях содержат домашний скот фермеры по адресу Автотранспортная, 12. О качестве мясной и молочной продукции, которая отправляется к ленчанам, говорить не приходится. Комиссию вызвали соседи. Незаконный захват земли, много коровников, помещений настроено, все это незаконно. Значит, видели в
какая там антисанитария, значит, отходы, просрочка, да, со всех магазинов везут. Мы это уже знаем, кто везет, и в ближайшее время ими тоже займемся. Такие нарушения установлены после проверки. Комиссия сюда прибыла уже второй раз. И заметим, не с наказанием, а с предложением. Здесь навести порядок, все снести, переместись туда, подготовить там. Там мы не успеем, там все разваленное. Я не против, я согласен. Не развалено. Вы же не обязательно, вот там есть каменное здание, есть деревянное. Не обязательно все в здание взять. Вы какой-то кусок, внутри перегородку, мы туда поедем, определимся. Глава района предложил перевести скот на птичник, где полно помещений, причем на безвозмездной основе. Подобный разговор состоялся и с владельцем земли, на которой расположено одно из самых крупных и известных сельскохозяйственных предприятий Ленского района – Ленские зори. Я был там. Да, там нужно немножко вложиться, но там есть и здание капитальное, есть деревянное, есть каменные. Я это здание наблюдаю уже 18 лет. Я знаю, что там такое и как оно там. И что там было, и что там стало. Но желание у фермеров не проглядывается. С насиженных мест уезжать никто не хочет. Но несоблюдение закона несет за собой ответственность, пока административную. Эти граждане, значит, владельцы домашних животных были привлечены к ответственности, но в виде предупреждения, потому что есть такая санкция, и мы понимаем, что это тяжелый труд. Также и Ленские зори были привлечены к ответственности по нарушению правил благоустройства, а также и мухаммедзянов по содержанию не то что собак, а именно автомашины, потому что по собакам сейчас ответственности нет. Так или иначе, до 1 сентября все нарушители должны выполнить предписание и освободить незаконно захваченные территории. А мы продолжим следить за земельными войнами фермеров. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Несколько лет в Якутске работает школа современной музыки «Дом музыкантов». Это место, где подростки и взрослые могут научиться играть на музыкальных инструментах – гитаре, пианино, ударных, хомусе и других. Пандемия внесла свои корректировки. Почти на 1,5 года занятия были приостановлены, но недавно возобновились. За время существования Дома музыканта через него прошло порядка 1000 учеников, многие из которых овладели навыками игры на музыкальных инструментах на достаточно высоком уровне. Для многих Дом музыканта не просто место, где проходят занятия. Здесь рождаются группы и ансамбли. Как говорят руководители, главное не просто научить подростка играть на гитаре, но и дать ему возможность свое умение продемонстрировать на публике. Создали более сотни ученических ансамблей. Ансамбли – это отдельное важное направление, на которое мы делаем упор, акцент. То есть мы не только обучаем игре на разных музыкальных инструментах, но и создаем группы, даем возможность репетировать, занимаемся организацией мероприятий и так далее. По преподаванию открыты следующие направления. Это вокал, гитара, бас-гитара, ударные, фортепиано и хомус. В принципе, еще вот мы сейчас пробуем направление звукорежиссуры. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше получите вакцину. Всего доброго и до свидания.